Доброе утро, дорогая республика! Как всегда, программа «Утро Якутии» приветствует всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». И это утро встречаю с вами я, Дарья Анкехова. Напоминаем вам о том, что наша программа – это семейная программа. Это утро мы хотим сделать очень интересным и продуктивным для каждого члена вашей семьи. Будь то дети, взрослые, бабушки, дедушки. У нас очень много интересных рубрик в новом сезоне, да, это и детские, и даже есть очень интересные рубрики специально для мужской части населения, поэтому будьте с нами, оставайтесь с нами. Напоминаем вам о том, что у нас есть активный телеграм-канал, куда вы можете отправлять свои вопросы, свои предложения. Возможно, вы хотите стать участником нашего прямого эфира. Пожалуйста, подписывайтесь. Ну и, конечно, все самые интересные последние новости, а также интересные розыгрыши, все в нашем телеграм-канале. Будьте с нами. Ну и, как всегда, наш утренний эфир необходимо начать с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 28 градусов. В заречной группы 15-25 ниже 0. В южных 15-18 градусов мороза. В Вилюйской группе 10-25, в Нижнеленских 19-21 ниже 0. В западных 7-12 со знаком минус. В Колыман-Дигирской группе улусов 5-19, в Янских 9-13, на северо-западе до минус 23. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 22 градуса. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 9 градусов. Ну и вот одна из наших таких новых, но очень уже популярных рубрик – это рубрика, когда мы можем позвонить кому-то из наших зрителей, кому-то из таких активных очень граждан, которые всегда рады поговорить и даже не боятся поговорить с нами в прямом эфире. Это такое живое общение, которое всегда приятно. Конечно, гости в студии – это одно, а вот на связи поговорить с кем-то хотелось бы прямо сейчас. И мы переносимся с вами в город Алдан. И на связи с нами фотограф, спортсменка Светлана Хамбидуллина. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Мы передаем пламенный привет городу Алдану. Ну, во-первых, для начала, расскажите, пожалуйста, какая у вас погода за окном? Сейчас у нас минус 12 градусов, пасмурно. Угу. Ну, Алдан уже весь заснеженный? Да, у нас как раз вот к 19 октября выпал хороший пушистый снег, все покрыло белоснежным покровом, и снег у нас уже взметает. Все, у вас уже зима-зима. Да, зима пока еще теплая. Светлана, ну позвонили мы не просто так вам, потому что именно вы стали героиней многих социальных сетей на прошлой неделе. И не просто так, потому что алданский забег «Красавец» – это уже такая добрая традиция. Давайте сейчас напомним телезрителям вообще, с чего все начиналось и с чего вдруг вам захотелось вот такими красивыми, яркими пробежать по первому снегу, можно сказать. Спасибо за такую обратную связь, очень приятно. Но вообще я занимаюсь бегом на любительском уровне уже лет 7. Бегаю полумарафоны, бегаю зимой и летом, конечно же, в одежде. А вот впервые мысль о забеге в купальниках, она пришла, когда я начала закаляться здесь, в Якутии. Это 3 года назад. Каждое утро я выхожу обтираться снегом, хожу босиком по снегу. И поняла, что мой иммунитет укрепляется, организм становится более устойчивым к вирусам и к простудам. И я услышала, что в Подмосковье проводится забег в купальниках. Потом погуглила, узнала, что на Байкале тоже проводится, и во Владивостоке. То есть нашла 3 места, где проводятся забеги в купальниках. Но так как далеко ехать туда, добираться, я подумала, почему бы и не в Якутии организовать какие-то мини-забеги в купальниках именно в Алдане, потому что природа красивая, снег выпадает у нас рано и нет еще сильных морозов. Я сделала объявление, нашлись желающие, и в первом забеге у нас было 10 участниц. В октябре 2022 года мы бежали и решили проводить
такие забеги раз в полгода, в октябре и в апреле, когда еще все снежно у нас, но еще не сильно холодно. И вот Ну, прошлой весной нас уже было 24 человека. вот сразу возникает вопрос, пока не сильно холодно, вы как-то готовите себя к подобному забегу? То есть, может, закаляетесь дома, контрастный душ, или вы просто вот собрались, прекрасное настроение и вперед? Но вообще, конечно, я рекомендую всем участницам начинать готовиться с лета. Контрастный душ дома обязательно ежедневно по утрам, а летом ходить босиком по камням, по песку, по чему придется. То есть именно закалять свои стопы, готовить их. И постепенно, чтобы из лета в осень, в более прохладная уже температуры, выходить также на улицу босиком, разуваться и делать такие босоногие прогулки. Либо делать зарядку, как я тоже делаю летом на улице каждое утро, и постепенно перехожу уже в осень с зарядками на улице в шортах и в майке, например, в кроссовках. Светлана, ну То а есть вообще для обязательно. чего девушкам необходимо участвовать в подобных акциях? Ну вот какие, может быть, качества в себе они раскрывают? Я считаю, что очень полезное мероприятие. Во-первых, это красиво. Это красиво, и это женский энергообмен. Это в самую первую очередь, это закаливание, укрепление иммунитета. Это очень эмоциональное событие, потому что не каждый рискнет вот раздеться на улице в мороз уже, хотя и небольшой, но мороз, и еще и пробежать. Это смелые девушки, это яркие девушки, поэтому кому не хватает таких качеств или эмоций, я рекомендую попробовать хотя бы раз. Это на всю жизнь точно запомнится такой забег, такое мероприятие. Это здоровый образ жизни, это активный образ жизни. И еще один вопрос. А как относитесь к негативным комментариям? Ну, потому что, конечно, вы прям врываетесь, такие яркие, во многие паблики, но и никто не застрахован от того, что все скажут, что вот красавица и так далее. И найдутся те люди, которые, ну, скажут не очень лестные слова. Вот как к этому относитесь? Мы к плохим комментариям относимся уже очень хорошо, и нас это всегда радует. То есть нужно понимать, что такое яркое событие в купальниках на снегу еще и бежать, естественно, это будет резонанс, и мы это сразу поняли, ощутили. Я даже не ожидала, что настолько резонансным будет это мероприятие, но действительно оно стало вот такой изюминкой Элдана у нас. И плохие комментарии, они, как правило, в том случае, когда новостные паблики уже у себя на страничках публикуют наши забеги, да, и вот там начинается такая вакханалия своего рода. А на моей странице уже все давно адекватно реагируют на такие события. Очень много людей, которые поддерживают, восхищаются, присоединяются, говорят, что хотят попробовать, но пока еще не хватает либо смелости, либо еще чего-то. Вот, то есть люди, которые адекватные, со здоровой самооценкой, живут свою интересную жизнь, они реагируют вот так. Но, естественно, есть люди, которым это не нравится, которые видят в этом и разврат даже, да, и, естественно, цистит и пилонефрит, оказывается, столько людей боятся цистита у нас в республике, я даже не ожидала, но в вопросе в этом не разбираются, то есть даже люди не знают, от чего на самом деле цистит происходит, но боятся его, даже через экраны телефона, видимо, вот. Люди, которые не разбираются в вопросах закаливания, естественно, они будут писать, ну, вот такие вот комментарии, потому что они ни разу не закалялись и не изучали эти вопросы. Я, естественно, отношусь к этому нормально, потому что любое яркое событие, оно всегда вызывает деление людей, да, на положительное и отрицательное. Это все нормально, это я все принимаю, понимаю, но мы с девочками не ходим читать эти комментарии, потому что ну, незачем тратить время Правильно. и энергию на то, что подумали люди, как говорятся, критики с дивана. У нас немножко другая жизнь, у нас немножко другое видение, и я всегда говорю, что то, что думают и говорят другие, это не мое дело. Это Правильно. их проблема, пусть они с этим живут. Правильно. Спасибо большое, Светлана. Мы благодарим вас за такую вашу смелость, храбрость, за такой яркий пример тому, как нужно любить себя, как можно порадовать окружающих, ну а самое главное, как жить здорово и здорово. Спасибо вам большое. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Ждем ваших новых забегов и передаем еще раз пламенный привет всему Алдану. Огромное спасибо. Всем хорошего дня. До свидания. Спасибо. Ну а сейчас мы предлагаем и нашим телезрителям подключиться к нашему прямому эфиру. Мы сейчас с вами сыграем в небольшую игру. Вам необходимо ответить на 2 вопроса нашей утренней викторины. И кто-то из вас получит 2 пригласительных билета на оперетту «Сильва».
Итак, подключаемся к нам, дорогие наши телезрители. Внимание, если раньше мы проводили наши викторины в телеграм-канале, то сейчас мы их проводим в прямом эфире. Берем свои гаджеты, запоминаем наш номер 42 14 39. 42 14 39. И наши два вопроса, на которые вам необходимо будет ответить. Первый вопрос. В каком году состоялась премьера оперетты Имры Кальмана «Сильва» в Государственном театре оперы и балета имени Сивцева Сурона Маллонна? Итак, в каком году состоялась премьера оперетты «Сильва»? Вопрос несложный, и, соответственно, поэтому мы добавили второй вопрос. Кто у нас единственная исполнительница роли княгини Анхильды в оперете «Сильва»? Кто у нас является единственной исполнительницей этой роли? Итак, два ответа. В каком году и фамилия, имя нашей известной артистки. Звоним. Наши редакторы уже ждут ваши ответы. Ну и затем, конечно, в прямом эфире мы бы захотели услышать счастливого утреннего телезрителя, который получит пригласительные на такую замечательную оперетту. Будьте активнее, дерзайте. Ну а мы движемся далее и прямо сейчас готовы передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. В 2025 году в Якутии начнут закладывать опоры Ленского моста. Всего будет построено 26 опор. 3 из них в русле, остальные на автомобильных подходах на обоих берегах реки Лены. Под каждую опору установят буронабивные сваи в количестве от 18 до 32 штук в сухопутной части и от 102 до 208 в русловой. Первую такую сваю, напомню, залили 17 октября на левом берегу реки. Всего в этом году планируется установить до 50 буронабивных свай диаметром в 1,5 метра и высотой до 39,5 метров под левобережную эстакаду. За минувшую неделю в травмпункте Якутска обратилось 169 человек, получивших ушибы, вывихи и переломы вследствие гололеда. Как отмечают врачи, количество обращений остается на том же уровне, что и годами ранее. Больше всего подвержены травмам населения старше 40 лет и люди, носящие неудобную обувь. А среди наиболее распространенных травм лидируют повреждения голеностопного сустава, переломы внутренней и внешней лодыжки, лучезапястного сустава. Если все-таки вы упали, вот, допустим, нужно будет сразу обратиться, не ждать ни 2-3 дня, неделю. Лучше заранее подойти, обследоваться и удостовериться, что у вас нет перелома. Потому что бывают случаи, что пациент упал неделю назад, 2 недели назад, и все это время терпел самостоятельно, принимал болеутоляющие, а у него, оказывается, перелом. Ладно, это перелом без смещения, а бывает со смещением, которое уже спустя 2 недели, бывает, уже начинает консолидироваться, то есть срастаться, схватываться, косточек начинает. В связи с похолоданием участились случаи выхода на тонкий и неравномерно выросший лед. Люди, не знающие правил безопасности и поведения на льду, могут стать случайными жертвами холодных водоемов. На данный момент выход на лед строго запрещен и уголовно наказуем. Также введены штрафы в размере 5000 рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч для должностных лиц и для юридических от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Ни в коем случае сейчас, в этот период, мы не идем по льду, потому что мы с вами привыкли на протяжении всего лета обходить водоемы, и надо еще маленько потерпеть, также обходить водоемы. Некоторые пытаются срезать путь, кто-то пытается просто поиграться на водоемах. Ни в коем случае мы это не делаем. Даже если вы решили выйти на водоем, там, покидать камушки, то одному, ни в коем случае мы это не делаем, как минимум идем вдвоем-втроем, чтобы можно было друг за другом наблюдать. Потому что этот период, именно когда разрешат официально выходить на водоеме до этого периода, еще есть какое-то определенное время. Надо будет смотреть на знаки, смотреть на состояние самого льда, водоема. Центр «Мой бизнес» приглашает школьников принять участие в Республиканской олимпиаде по предпринимательству «Поколение бизнес». Участие в мероприятии даст возможность не только получить полезные навыки и знания, но и познакомиться с единомышленниками со всей республики, а также выиграть 50 тысяч рублей на старт своего бизнеса. Кроме того, это уникальная возможность продемонстрировать свои навыки, креативность и предпринимательский дух.
В школах Якутии пройдут с 28 октября по 4 ноября осенние каникулы. Продолжительность осенних каникул составит 8 дней. Зимние каникулы пройдут с 30 декабря по 12 января следующего года. Всего школьники будут отдыхать 14 дней. Весенние же каникулы в следующем году будут с 24 марта по 31. Каникулы продлятся 8 дней. На календаре 22 октября. Считается, что этот день не подходит для первого свидания или предложения руки и сердца своей избранницы. Также не стоит рассказывать сегодня свои сны кому-либо, так как это может привести к неприятным последствиям. Чем же еще запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 22 октября – Международный день заикающихся людей. По народному календарю в этот день отмечается память Иакова Алфеева, одного из 12 апостолов. В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше Иакова русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки. Это день в истории. 1702 год. Русские войска взяли шведскую крепость Натебург. В 1883 году в Нью-Йорке открылась Метрополитен-опера. 1938. Изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию. В этот день родились Ференц Лист, венгерский музыкант, композитор; Сара Бернар, французская актриса; Иван Бунин, русский писатель, переводчик, нобелевский лауреат; Иван Радченко, большевик, отбывавший ссылку в Якутской области; Жорж Брассенс, французский поэт, композитор, автор, исполнитель песен; Николай Доризо, советский и российский поэт, писатель и публицист; Роберт Раушенберг, американский художник; Спартак Мишулин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР; Лев Яшин, советский футболист, вратарь, тренер, олимпийский чемпион. Именины сегодня отмечают Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр и Яков. Для всех, кто влюблен в дроны или только начинает ими увлекаться, с 29 по 31 октября в Якутии пройдет Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем под названием «Дотянуться до неба». Якутск впервые стал одним из 18 городов-площадок проведения фестиваля. Подробнее об этом мероприятии нам расскажет первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия Михаил Присяжный. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Ну вот, как мы сказали, площадок у нас будет 18. Якутия выступает у нас одной из площадок. Вообще, что за фестиваль и насколько он будет масштабным? Ну, вообще, на самом деле, проходит впервые не только в Якутии, но и во всей России. Дело в том, что с 1 января 2024 года стартовал новый национальный проект, называется «Беспилотные авиационные системы». Мы в него вошли в число 30 победителей 30 регионов. Мы оснащаем 17 школ учебным оборудованием, которое можно использовать, и 1 колледж. Ну и получается, что кроме этого отдельно еще был конкурс на право проведения Всероссийского фестиваля. Здесь мы уже вошли в число 18 таких регионов. И как раз, видите, нам повезло. В отличие от других регионов, мы попадаем на каникулярное время, то есть с 29 по 31 октября будет возможность прийти в исторический парк «Россия. Моя история», город Якутск, улица Ксенофонта Дмитриевича Уткина, дом 5. Ну и мы туда все не влезаем, поэтому часть мероприятия пройдет рядом. Слава богу, у нас есть очень большая новая школа, это 39-я школа. Да. Но участвовать, вы сами называли цифру, цифра на самом деле не очень большая. Почему? Потому что это не такое уж массовое профориентационное мероприятие, а здесь еще ребята будут работать. Поэтому нужно будет зарегистрироваться на сайте университета 2035, лидер ID. Это пропуск к тому, чтобы стать участником фестиваля. То есть регистрация обязательно? Обязательно регистрация. Просто одного желания недостаточно. Мы все-таки в современном мире живем, надо везде быть зафиксированными. Да? Ну, а кто могут...
может стать участниками вообще? Кто может принять участие? Ну, в основном это школьники старше 14 лет, то есть 14 и старше. Соответственно, здесь несколько направлений, несколько треков, так называется. Самая большая часть — это, конечно, мастер-классы. Потому что на самом деле кто-то воспринимает бас или дроны, да, как просто ты летаешь. Но на самом деле это и сборка, это и ремонт, это и программирование, это, собственно говоря, и пилотирование. Вот, поэтому, конечно же, вот, детей ждет, все-таки это дети, будет квест-игра, будут вопросы. И еще, что очень важно, будут специализированные лекции. Фестиваль называется «Дотянуться до неба», поэтому все стадии вплоть до выхода в космос. То есть очень в интересной форме, в познавательной форме ребятам это будут рассказывать эксперты, специалисты, которые приедут из многих регионов нашей страны. Ну а ребята участвовать будут в командном первенстве или в личном? Нет, это не соревнование все-таки. Все-таки это такая уже акцентированная профориентационная работа с теми ребятами, кто в будущем может выбрать одно из практических применений беспилотников. Поэтому минимальная задача — пройти 7 мастер-классов. То есть зарегистрировался на Leader ID, пришел, прошел 7 мастер-классов, получил соответствующие отметки, загрузился на этот же сайт, и ты получаешь новые возможности, далее образовательные. Ну а вообще, насколько развита отрасль БАС сегодня в регионе? Ну, мы, конечно, очень большая республика. Для нас эти технологии очень важны, поэтому мы одни из первых. Ну, вот с 2011 года, то есть уже почти 15 лет, мы это используем в основном в службе спасения очень активно. Да. Потом сейчас это, конечно, авиационная охрана лесов. Да. Потом все, что касается МЧС. И на самом деле иногда даже образование идет чуть-чуть вперед с тем, как появляются рабочие места, потому что в наших колледжах и техникумах уже открылись эти программы. То есть это не только колледж связи и информационных технологий, который является лидером, это и колледж цифровых технологий АйТын, который в Покровске-Бердигистяхе работает, и, например, сельскохозяйственный техникум в Якутске, который использует для этих же целей, Алекминский техникум, например, который в основном, кстати, с лесом и с земельными отношениями работает. Поэтому эта сфера, она все более активно развивается. Ну и вот по тем данным, которые мы сейчас имеем от наших коллег из Мининноваций Республики, более 300 таких уже беспилотных воздушных судов, они используются в республике на постоянной основе. Но если, конечно, мы говорим про городские, да, учебные заведения, то, конечно, дроны есть сейчас, как вы уже сказали, во многих, да, школьных учреждениях. А что говорить про арктические улусы? Есть ли возможность у этих ребят принять участие в подобном фестивале? Ну, конечно, есть у многих возможность, тем более, что так получилось, что в этом году вот по инициативе нашего министра образования и науки Нургунов Насины Соколовой был как наследие года детства, это дирекция года детства поработала в этом году в республике, у нас появился проект будущей арктической авиации. Вместе с авиационным училищем, вместе с авиакомпанией «Якутия», это как раз для ребят из Арктики. И в эти дни они находятся здесь, в Якутске. Это специальная смена на базе нашего центра отдыха «Сосновый Бор». Ребята уже встречались, я знаю, и с директором по персоналу Леной Николаевной Семеновой, и встречались с пилотами действующими. И вот эти ребята, конечно, будут участниками фестиваля. Ну и в этом году тоже, наверное, жители республики уже слышали, что 2 октября 2024 года открылась одна из мастерских в Тикси на базе Центра подготовки рабочих кадров как раз по БАС. Ну и вот из практической точки зрения открывается и даже вроде бы и в непрофильных. Ну, например, я совсем недавно был в Вилюйске, наш Вилюйский профессионально-педагогический колледж, у них такая мастерская появилась, и они, например, помогли уже в этом году в поиске ребенка, который заблудился. То есть это тоже такое практическое использование, очень важное. Ну а вообще какие еще мероприятия проводятся в нашей республике для вовлечения молодежи в мир дронов и новых технологий? Ну, конечно же, детям интересен спорт. То есть, когда они работают, в том числе вы спрашивали, и командная работа. Да. И мы в прошлом году впервые в республике провели такой чемпионат по дрон-рейсингу на стадионе Туймада, самом главном стадионе республики. Вот. А в этом году, в марте месяце, мы провели первый кубок Министерства образования и науки на базе нашего партнера 39-й школы. Там 3 дисциплины.
Это, собственно, и симуляторы на компьютерах, и 2 дисциплины, связанные с разным размером дронов, которые используются. И это стало, как ни удивительно, стало спортом. Спорта. Да, и даже появилась уже такая Всероссийская федерация. Мы тоже создали свою федерацию, и в ней активно участвуют наши коллеги вот из Хандыги, из Нижнего Бестяха, из Бердигестяха, из Покровска. И, кстати говоря, вот тоже в дни фестиваля пройдет уже финал. То есть муниципальные этапы сейчас продолжаются, и команды приедут в Якутск, будут соревноваться, и далее смогут уже представлять нашу республику на всероссийском чемпионате в середине ноября. Ну вот это все про участников. А зритель-то может прийти посмотреть, что-то будет такое прям вау? Да, но зрителей тоже мы просим регистрироваться на Лидер ID, поскольку тоже это дополнительные возможности. Поэтому мы не исключаем, что, конечно, придут традиционно те, кто болеет за детей, Да. члены семей, бабушки, дедушки, которые очень активны. И, конечно же, кроме самих мастер-классов, которые, может быть, да, более понятны будут детям, там будет такое специальное обучение, будет организована выставка. Выставку мы организуем совместно с Министерством охраны природы и с Мининноваций, который здесь лидирующую роль занимает, в том числе технопарк Якутия. И будут представлены как раз практические направления использования и те аппараты, которые уже служат, которые что-то сделали. Поэтому мы, собственно говоря, и не умещаемся уже в историческом парке, потому что сама выставка, активности, возможности, они больше, чем то, что сейчас там есть. Михаил, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Мы надеемся, что фестиваль пройдет на ура. Ну и, конечно, все знания, полученные ребятами, будут во благо их развития, ну и развития всей нашей республики в целом. Спасибо, с нетерпением ждем. Спасибо большое. Бодрое начало дня – это залог успеха и хорошего настроения. И именно физические упражнения в этом вам помогут. Если вы не можете заставить себя выйти на утреннюю пробежку, да и погодные условия у нас уже не совсем комфортные, выполняйте предложенные упражнения прямо дома и сейчас. На очереди отличная зарядка вместе с юными гимнастками. Доброе утро, меня зовут Виталина, а это воспитанница клуба «Бриллианты Туймады». Сегодня мы сделаем утреннюю зарядку на полу, партерную. Начинаем. Ноги вытягиваем вперед и работаем стопами на себя, затянули. И 1, 2, 3, спинка ровная, 4, 5, 6, 7, 8, поочередно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Ножки у нас на ширине плеч. Делаем вращение стопами. И 1, 2, 3, 4, 5. Колени прямые стараемся держать. 6, 7, 8. В другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ноги затянули, можно чуть-чуть пошире открыть ножки и тянемся вперед, делаем растяжку. И 1, 2, 3, 4, на другую ножку, 5, 6, 7, 8 и еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, закончили. Ноги собираем. Руки наверх, делаем наклоны вперед в складочку. И 1. Стараемся делать ровной спинкой. 2, 3. Руки прямые. 4, 5, 6, 7 и 8. Легли. Тянем складочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Левую коленку согнули назад. Правая ножка у нас прямая. И растягиваемся вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Другую ногу. Согнули правую коленку, левая прямая. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Далее мы садимся в бабочку.
наше следующее упражнение. Руками давим коленки вниз. И раз. Осанка ровная. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И держим. Раз, два. Посильнее давим. 3, 4, 5, 6, 7, 8. На этом наша зарядка закончилась. Спасибо, что сделали ее с нами. И всем удачного дня. Польза утренней зарядки для организма не вызывает сомнений. А почему бы не подключить к этой полезной привычке всю семью, в частности, своих деток? Если вы хотите привлечь их к спорту по утрам, то единственный способ это сделать – это показать свой личный пример. Главное – заинтересовать ребенка, показать наглядный пример, и результат не заставит себя ждать. Это касается любых активностей, в том числе и готовки. Как приготовить трендовый шоколад, расскажет нам Саргалана Конешникова. Всем привет! Меня зовут Саргалана. Я мама 2 замечательных сыновей и бабушка этого сладкого мальчика. Быть бабушкой – это на самом деле весело, а быть современной бабушкой – значит быть в тренде. Для кого-то антистресс – это новая игрушка Попит, а для кого-то это вкусная плитка шоколада. И сегодня мы с Кирюшей приготовим 2 вкусных шоколада в форме Попит. Для первой нам понадобится 200 грамм темного шоколада и 50 грамм орехов. Я взяла карамелизированный арахис. Растопим шоколад в микроволновке или на водяной бане. Переливаем шоколад в кондитерский пакет для удобства. В каждый кружочек Попит вливаем шоколад. Выкладываем орешки и сверху заливаем шоколадом. Выравниваем лопаткой или ножом. Отправляем все в морозилку на 20-30 минут. Достаем наш готовый молочный шоколад с орешками. Для второй шоколадки нам понадобится белый шоколад 200 грамм и конфеты M&M's. Все делаем по той же схеме. Растопим шоколад в микроволновке или на водяной бане. Переливаем шоколад в кондитерский мешок для удобства. В каждый кружочек Попит выкладываем конфету M&M's и заливаем шоколадом. Разравниваем лопаткой или ножом. Отправляем в морозилку на 20-30 минут. Проверяйте готовность. Наша радужная шоколадная плитка с конфетами готова. Уши, угости меня. Так вот делаем? У тебя большая, да? Сразу так надо кушать. Как видите, это интересно, вкусно, быстро. А главное, очень понравится вашим деткам. Готовьте вместе с ними. Мы с Кирюшей желаем вам удачи на кухне, поменьше стресса в жизни и, главное, фантазируйте и креативьте. Какой замечательный тандем – бабушка и внук. А вдруг спустя много-много лет этот малыш станет известным кондитером и будет вспоминать те самые счастливые моменты на кухне рядом с бабушкой. Становление основных качеств личности происходит уже в подростковом возрасте, утверждают психологи. Именно тогда дети начинают задумываться о том, какую профессию им выбрать и чем заниматься в жизни. В нашей рубрике «Детские новости» ребята имеют уникальную возможность попробовать себя в качестве ведущих и корреспондентов. И мне кажется, у них это отлично получается. Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает детские новости. В студии Бутенко Дарья. И Владимир Михайлов. Здравствуйте. Якутский кванториум наградил лучшие работы детей. В честь своего дня рождения детский технопарк подвел итоги конкурса проектов. Впервые кванториум был открыт 17 октября 2017 года во Дворце детства. Там дети учатся по 11 направлениям, в том числе изучают строение космических аппаратов, авиапромышленность, работают с космическими снимками и изучают аэрофотосъемку. Сегодня очень значимый день. Детскому кванториуму исполняется 7 лет. Здесь учатся порядку 1500 детей, и каждый из них показывает свои инженерные разработки. Например, мобильный тактильный музей. Здесь показано 3 мира. Каждый ученик кванториума выбирает самостоятельное направление, которое желает изучать. Также учащиеся находят там новых друзей и среди единомышленников создают уникальные проекты.
У нас прошел конкурс внутри кванториума воспитанников, да, в честь дня рождения кванториума. Наши ребята работали в основном на компьютере, рисовали на графическом планшете, на программе Sketchbook. Да? Ну, это как по теме было на тему будущее кванториума. Ну, как будет выглядеть в будущем наш кванториум, да? Кстати, в кванториуме можно научиться делать настоящих роботов. Там работают кружки по робототехнике. Ребята могут выбрать любое направление, которое им по душе, и стать настоящими инженерами. Как раз в музее «Россия. Моя история» состоялся отборочный тур таких проектов. Большие битвы маленьких роботов посмотрел и наш коллега Дамир Сыромятников. Давайте посмотрим. Перед началом поединка роботы устанавливаются на противоположных углах ринга. Главная цель участников – опрокинуть машину своего оппонента. Если не получается определить победителя поединка, им объявляется робот с меньшей массой потерянных деталей. Всего общий призовой фонд в битве роботов составляет 70 тысяч рублей. Сегодня на соревнованиях собралось 18 машин, каждая из которых имеет различные характеристики, такие как защита и атака. Все машины собраны исключительно из пластика и модулей контроля. Судьи будут расценивать по 3 критериям: маневренность, эффективность атак и дизайн самой машины. В соревновании «Битва роботов» собрались дети с городских школ. Мероприятия проводят, чтобы развить интерес к технике у детей. У нас трудностей было много, были различные. Допустим, с креплением некоторых деталей и тому подобное. С подключением проводов в труднодоступные места. И вот. Можете сказать, как работает ваш робот? Наш робот работает сразу от 2 модулей, да. Один отвечает за атаку, а один за движение. Данный турнир проходит в рамках форума инженерных решений «Горизонт». Организаторы подчеркнули, что в дальнейшем данный конкурс планируется проводить ежегодно, вплоть до регионального этапа. Мы проводим его с целью популяризации профессии инженеров и IoT-технологий. С малых лет я этим занимался, заинтересовался, нашел себя, так сказать, прошел профориентацию. И думаю, что сегодня для школьников тоже будет такой интересный экспириенс. По итогам турнира были определены победители. Так, первое место и 30 тысяч рублей получил ученик 13-й школы с роботом Т-1000. Второе место – команда «Кванториум», получив 20 тысяч. Третье – дети Дома научной коллаборации СВФУ с призовыми в 10 тысяч рублей. Дамир Сыромятников, Семен Семенов, Якутск. Это были пока все новости. Желаем телезрителям хорошего настроения. Мы будем ждать новых встреч в эфире. После просмотра таких новостей можно с уверенностью сказать, что у журналистики Якутии есть отличное будущее. В детстве, когда мы читаем книгу, мы не задумываемся, о чем она. Мы просто ее читаем. Спросите маленького ребенка, о чем книга. Он расскажет, что о принце или принцессе, перескажет сюжет. А ведь во многих детских книгах запрятаны на самом деле глубокие мысли, которые смогут оценить только взрослые. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я вам хочу рассказать о книге «Джеймс Бонд. Боб. Необычный кот». В этой книге рассказывается удивительная история о дружбе автора и его кота по кличке Боб. История начинается с того, что автор, будучи бездомным и страдает от плохой зависимости, и встречает раненого котенка и решает забрать его к себе. А Боб, в свою очередь, помогает ему восстановиться после трудной уличной жизни и найти смысл в жизни. Вместе они становятся знаменитыми. Их история привлекает внимание людей и становится основой фильмов и книг. Их совместная работа и дружба вдохновляет людей и становится символом надежды и поддержки. История Джеймса и Боба показывает, что даже в самых сложных ситуациях можно найти свет в конце туннеля. Любовь и дружба могут творить чудеса. Эта история тронула меня до глубины души, так как я сама очень люблю животных, особенно кошек. И всем советую прочитать эту чудесную книгу. Дорогие телезрители, правильного ответа на
Нашу утреннюю викторину пока еще нет, а значит, есть шанс у каждого из вас. Напоминаем вам номер телефона, куда вам нужно позвонить, 42 14 39. Звоним и отвечаем на два вопроса. Первый вопрос. В каком году состоялась премьера оперетты Имре Кальмана «Сильва» в Государственном театре оперы и балета, соответственно, в нашей республике, да? И кто является единственной исполнительницей роли княгини Анхильты в оперетте «Сильва»? Достаточно простые вопросы, то есть назвать год и назвать имя народной артистки России и Республики Саха-Якутия. И кто-то из вас получит замечательные пригласительные на оперетту «Сильва». Дерзайте, успевайте. Время нашего эфира, конечно, ограничено. Номер телефона вы видите прямо сейчас на ваших экранах. Мы ждем правильные ответы. Ну и у вас есть ближайшие 3-4 минуты ознакомиться с новостями, ну а параллельно позвонить нам и дать правильный ответ. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Стоимость проезда на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях увеличится с 22 октября. Повышение тарифов связано с осложнением обстановки на реке Лени. Изменения в тарифах вы можете сейчас видеть на своих экранах. Количество паромов будет сокращаться в зависимости от погодных условий. Оставшиеся суда с ноября продолжат работу с ледоколом на маршруте Жатай-Техтюр. Ориентировочно это произойдет в первых числах ноября. С сегодняшнего дня также начинают свою работу и хивусы. Курсировать они будут по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск с 7 утра до 6 часов вечера. Стоимость поездки при этом составит 2500 рублей. Точки отправки: причал 204-го микрорайона и зал ожидания РЖД в Нижнем Бестяхе. К концу октября завершится арктическая навигация для сухогрузов северных районов. Сезон проходит с соблюдением всех норм и правил. В этом году картофель приобрели в Алекминском и Мегино-Кангаласском районах. Общий план завоза составляет порядка 8500 тонн продовольствия. Из них более 5000 уже доставлено. Арктическая торгово-логистическая компания обеспечивает продуктами жителей 237 труднодоступных и отдаленных населенных пунктов региона. Отмечу, к концу следующего года планируется открытие торгово-логистических центров во всех 13 арктических районах. На данный момент уже функционирует 8 подобных центров. Объем завоза мы начали еще в период автозимника. На сегодняшний день у нас завершился завоз продовольственных товаров водным транспортом, период навигации. И с конца сентября мы начали завоз продовольственных товаров авиатранспортом в те арктические районы, где нет возможности завезти продукты по воде. Это такие районы, как Анабарский, Оленёкский, Эвено-Бутантайский, Верхоянский и Момский районы. Капитальный ремонт Вилюйского переулка на участке от улицы Лермонтова до объездного шоссе по нацпроекту безопасной и качественной дороги полностью завершен, сообщили в Минтрансе региона. По всей протяженности проезжей части уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроили укрепленные обочины с асфальтобетонным покрытием, а также тротуары. Протяженность участка составляет 1 километр 415 метров. Подписан акт приемки в эксплуатацию. Все работы были выполнены в срок. По федеральной программе формирования современной городской среды в Намском наследии Верхневилюйского района построили большой сквер. Проект с детской игровой зоной и спортивной площадкой стоил 13 миллионов рублей. Сквер обладает всеми видами удобств, установлены навесы, теннисный стол, уличные силовые тренажеры и разные виды качелей. После торжественного открытия сразу провели первые спортивные соревнования. Жители довольны, что добавилось новое место для активного отдыха, причем всей семьей. Администрация Наслега планирует и в следующем году участвовать в конкурсе с проектом такого же сквера на другой части Наслега. Этот сквер отдыха спроектирован и в стиле нашего села. Красный цвет ограждений напоминает нам о комбайнах в советском прошлом. А колосье зерна является неофициальным логотипом Намского наслега. Так как село было знаменито в военное и послевоенное советское время выращиванием зерновых культур.
Всероссийский конкурс на лучшее путешествие «Дальний Восток. Земля приключений» принимает заявки участников до 30 декабря включительно. На данный момент поступило более 200 работ, в том числе 6 фильмов от Якутии. Конкурс предлагает совершить путешествие по Дальнему Востоку и рассказать о нем в короткометражном фильме до 8 минут, используя как профессиональную камеру, так и мобильный телефон. Победители и призеры в следующих номинациях получат денежные призы. Гран-при 3 миллиона рублей, победители в номинациях «Пешее», «Водное», «Зимнее путешествие» по 1 миллиону рублей. Вторые места по 300 тысяч рублей, третьи по 100 тысяч рублей. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. 25 октября в Государственном театре оперы и балета состоится оперетта Имры Кальмана в 2 действиях «Сильва». Это бодрящая история, которая обязательно оставит яркие впечатления в каждом слушателе, но и заставит напевать ее мотивы еще долго после того, как вы покинете театр. И сегодня у нас в гостях солист Московского государственного академического театра оперетты, баритон Павел Иванов. Павел, доброе утро. Доброе. А для вас это первый визит в Якутск или все-таки вы уже бывали в наших краях? Это первый мой визит в Якутск. Да, действительно, так получается. В этом году у меня складываются такие... Я везде был в России. В России почти везде в крупных городах. Но в Якутии я всегда мечтал побывать. И вот случилось такое счастье. Театр оперы и балета меня пригласил на постановку «Сильва». Расскажите немного о себе, вообще о своем творческом пути. Ой, совсем издалека? Ну, в рамках нашего эфира. В рамках вашего эфира, хорошо. Я родился в городе Рыбинске, Ярославская область, 300 километров от Москвы, не так далеко. Моя бабушка всегда мечтала, чтобы я пел в театре оперетта в Москве. И так сложились карты, что после того, когда я выучился в ГИТИСе, отучился курс Тителя и Ясловича, так сложилось, что я поступил в этот прекрасный театр, и где работаю уже 19-й сезон. Вернемся к Сильве. Вот на ваш взгляд, все-таки какой зритель должен прийти на эту оперетту? Мне кажется, любой зритель, потому что любви все возрасты покорны. Потому что оперетту раньше, по крайней мере, точно любили все возрасты, от мала до велика. Понятно, что музыкальный спектакль не может повторяться с каждой постановкой, да, потому что каждый артист в нее вносит что-то свое личное, да, но музыка остается, конечно, неизменной. А что вы ожидаете от оперетты «Сильва» на якутской сцене? На якутской сцене я ожидаю того, что, во-первых, зритель придет и увидит настоящую, искреннюю, чистую любовь между двумя главными героями, насладится замечательной, прекрасной музыкой, увидит потрясающие, великолепные танцы и замечательную актерскую игру. Вы выступаете в роли Эдвина на разных сценических площадках городов России. А вам очень близок этот персонаж или это просто так случается? И это так случается. Он абсолютно мне не близок, потому что кто такой Эдвин? Эдвин — это, как сейчас принято говорить, из золотой молодежи. Вот. А я все-таки не из золотой молодежи, всего добиваюсь сам, и поэтому этот персонаж довольно-таки далек от меня, но что близко, он такой же темпераментный, такой же честный человек слова и молодой. Увидите. Молодой. Приходите, посмотрите, да? Павел, нам и зрителям очень интересно, над чем сейчас вы работаете в Московском театре оперетты. В Московском театре оперетты в данный момент мы готовимся к юбилею нашей великолепной, потрясающей народной артистки России Светланы Вагузовой. 28 ноября будет концерт, посвященный ей, вот вместе с ней. Слава богу, она жива, дай бог долгих лет жизни. А в следующем году у нас будет Герарду Вячеславовичу Васильеву 90 лет. И в следующем же году будет Веденееву Юрию Петровичу, тоже народному артисту, 80 лет. Тоже одни юбилеи сплошные. Да, то есть работа у вас кипит. Работа кипит, да. Что касаемо спектаклей, то также в следующем году, в мае месяце, будет премьера «Фиалки Монмартра».
Ну и давайте вновь вернемся к оперете, которая состоится 25 октября у нас в Якутске, да, Сильва. Если вот немножечко пересказать содержание, конечно, не полностью, но чтобы поставить такую тайну, да, небольшую, в целом, о чем эта история? Если очень кратко, это история о любви, о большой, о страстной, между мужчиной и женщиной, которые в связи с тем, что они из разных сословий, один из князь, он князь из верхнего сословия, а Сильва, она совсем из низкого сословия. И, по крайней мере, вот раньше такое было, что невозможно, чтобы князь Липерт фон Валерсхейм женился на какой-то шансонетке. Да. Но кто такая шансонетка в наше время? Это, обычный стриптизерша, грубо говоря. Вот так, да? Ну, то есть история такая очень интересная, ну и, конечно, очень важен финал. Финал. Могу одно открыть. Это хэппи-энд. Хэппи-энд. История все-таки про добро, да? Да. Ну и, Павел, мы сегодня разыгрываем как раз-таки пригласительные на эту оперетту, и у нас есть счастливый победитель и обладатель, и у нас есть уникальная возможность связаться с ним прямо сейчас. Это здорово. Здорово. Мы хотим поздравить его, ну и, конечно, узнать правильные ответы. Самое главное – проверить, правильно ли он ответил. Итак, ждем связи. Итак, буквально тут вот технический момент, идет дозвон. Надеюсь, не уснул обратно телезритель наш. Может быть, ответил на викторину и уснул. Алло. Алло. Доброе утро. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Галина Николаевна. Галина Николаевна, и мы приветствуем вас в прямом эфире программы «Утро Якутия» и хотели бы узнать правильный ответ. Итак, в каком году состоялась премьера оперетты «Сильва» в Якутске? В Якутске эта премьера состоялась 22 декабря 2020 года. Как раз пандемия была. Вот так, хорошо. А кто является единственной исполнительницей роли княгини Анхильты? Единственной исполнительницей была Айталина Адамова-Афанасьева. Все верно, правильно. А вот интересный вопрос. Вы прям часто посещаете театр оперы и балета, то есть следите за премьерами, или просто вот сегодня вы владели информацией и ответили? Да, я редко посещаю, но я очень люблю оперетту и рада, что выиграла билеты. Я обязательно пойду на эту оперетту. Все, мы поздравляем вас, ваши пригласительные у вас. И вот сегодня с нами Павел. Павел, тоже поздравьте. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным событием. И, пользуясь случаем, если будет все нормально, я обязательно на этих прекрасных билетах вам поставлю свой автограф. Вот спасибо так. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего вам самого наилучшего, прекрасного, хорошего утреннего настроения. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Ну что, Павел, спасибо и вам, что посетили наш эфир. Мы, конечно, желаем вам такого яркого выступления, Спасибо. Побольше благодарного зрителя, ну и, конечно, ту самую отдачу. А это значит прекраснейшие аплодисменты. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Огромное. И в двух словах, вот что скажете своим близким о Якутии? Дорогие друзья, приезжайте, обязательно приезжайте. Здесь холодно, сразу могу сказать, холодно, но атмосфера, прием замечательный, он очень сильно согревает. Поэтому приезжайте, здесь великолепные люди. Ну а мы в свою очередь говорим вам о том, что мы всегда будем рады вас видеть у нас в столице. Спасибо большое. Спасибо вам. Время в нашем эфире пролетает незаметно. С незапамятных времен человечество стремилось измерять течение времени. Древние цивилизации использовали Солнце, Луну и звезды, чтобы отслеживать смену дней и ночей, сезонов и лунных циклов. Несмотря на развитие современных технологий и появление альтернативных способов отслеживания времени, часы по-прежнему остаются важной частью нашей жизни. Они помогают нам организовывать свой день, планировать задачи, синхронизировать действия с другими людьми и выражать свою индивидуальность. В разнообразии часов и их эксплуатации разбирался Руслан Ачиров.
Доброе утро, друзья. Ну, я думаю, чтобы, по крайней мере, проснуться вовремя утром, вам нужен будильник, соответственно, часы. Часы бывают различные. Механические, кварцевые, электронные, смарт-часы. В общем, большое количество. Настенные, домашние, настольные и так далее. Вот. Но сегодня рядом со мной находится часовой мастер Петр Иванович. И он даст несколько интересных советов, о которых мы даже и не задумываемся в повседневной жизни. Сейчас мужчины используют не одни часы, как раньше в советское время, а часы по назначению. На повседневку, как правило, носят часы стальной корпус, стальной браслет, чтобы к коричневым ботинкам не одевать коричневый ремешок, к черным ботинкам не одевать черный ремешок. Это самые главные основные часы. Как правило, используются кварцевые. Кварц, он более простой, соответственно, более надежные часы. Вторые часы у мужчины должны быть для активного образа жизни, чтобы не ломать часы, которые на повседневку. Все равно они не такие крепкие. Электронные часы, там нечему ломаться. Они должны быть, ну, соответственно, они крепкие. А почему недорогие? Потому что поломать можно все, что угодно. Их не жалко будет поменять на новые такие же электронные часы. Третьи часы у мужчины, как правило, должны быть статусные. Это от 1 до 3 зарплат. Вот эти 3 единицы, как правило, это старт. А потом уже люди начинают собирать коллекцию. А у девушек все намного проще. У них должно быть много часов. К настроению, к макияжу, к погоде, к тапочкам. Ключевое слово «недорогие». Потому что, ну, недорогие часы, их легче обслуживать, дешевле. Для того, чтобы дольше жили ремешки, чтобы его хватало на год, нужно желательно ставить ремешки осенью, для того, чтобы он всю зиму был как новый, а за лето он убивается. Рука потеет, мы чаще контакт с водой имеем. Соответственно, если вы весной купите ремешок, то, конечно же, он за лето убьется. И то есть осенью придется заново обновлять ремешок. Петр Иванович, а что касается вот обслуживания часов, как часто их нужно приносить в мастерскую, например, чтобы они долго радовались четкой и правильной работой? Любая техника любит чистку, смазку и профилактику. Механические часы почаще. Это раз в 2-3 года. Но, конечно же, никто это не делает. Кварцевые часы рекомендует завод-изготовитель сдавать на чистку через 5 лет. Масло высыхает, превращается в солидол, тяжелее толкать колеса и, соответственно, батареечки хватает на меньше. Механические часы – это живой механизм. Он любит, когда их эксплуатируют. Они, если просто положить их на полку и забыть, они могут обидеться на вас и не идти. А из-за чего это выходит? Из-за того, что масло высохло, из-за этого вообще заклинит колеса, и тогда только к нам. И мы вам всегда поможем. Вот таким было утро вторника. Позитивным, интересным и насыщенным. Мы желаем вам прекрасного, бодрого настроения, прекрасных, хороших новостей. Ну и, конечно, чтобы настроение ваше вот такое утреннее осталось на весь рабочий день. Увидимся с вами завтра в это же время на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Доброго всем утра!